Жительница Джалалабадской области Гульбайра Исмаилова приехала купить уголь на зиму. На топливной базе нет очереди, а цена осталась на уровне прошлого года. В результате она приобрела 3 тонны твердого топлива. Цены на уголь не отличаются от прошлогодних. Той зимой я покупала тонну угля за 5000 сомов, и сегодня цена такая же. Мы больше предпочитаем маркайский уголь. Он хорошо горит и дольше держит жар. Конечно, с наступлением холодов цена может измениться. Но если покупать заранее, летом, то можно даже за 4000 купить. Для успешного прохождения отопительного сезона на сегодняшний день в Джалалабадской области подготовка идет согласно графику. В настоящее время образовательные и медицинские учреждения полностью готовы к холодам. Система отопления 771 школы готовы на все 100%. Для их отопления требуется порядка 17 тысяч тонн угля. На данный момент имеется 62% от требуемого объема. Что касается медицинских учреждений, то они также готовы к зиме и обеспечены твердым топливом на 82%. В этом году в стране холода наступили раньше привычного. Уже в начале октября во многих регионах выпал снег. Как правило, если температура воздуха 5 дней подряд держится ниже 8 градусов, то ТЭЦ начинает процесс подачи тепла. Теплоснабжение Бишкека осуществляется 2 коммунальными предприятиями. Бишкек-теплосеть снабжает теплом и горячей водой более 70% жилого фонда столицы, а коммунальное предприятие Бишкек-теплоэнерго обслуживает западную часть города. На сегодняшний день компания обеспечила 100% отоплением 8 вузов, 26 государственных учреждений, 113 торговых объектов и помещений бытового обслуживания, а также 91 прочие предприятия. Из 622 жилых домов 614 обеспечено теплом. А принадлежащие коммунальному предприятию Бишкек-теплосети 1972 жилых дома, а точнее 98%, подключены к системе центрального теплоснабжения. 205 или 90% тепла было подано в социальные учреждения. Это детские сады, школы и медицинские учреждения. Не подключены абоненты, имеющие повреждения и отказавшиеся от него. В настоящее время в целях урегулирования ситуации соответствующая служба работает без выходных. Из-за раннего наступления холодов в Бишкеке отопительный сезон начался уже 5 октября. В первую очередь тепло подали в школы, детские сады и больницы. Национальный госпиталь – один из объектов, в который подали тепло в первую очередь. Здесь в этом году провели капитальный ремонт системы отопления. Мен үчүнчү күн келип жаткам. Үчүнчү күн келгенде эле бул турбалары ысык эле болчу, жылуу эле жатып атабыз. Жакшы эле, мен жылуу эле жатып атам. Негизи турбалары ысык эле болуп турат. Бардык ысык бар, жакшы эле. Üşүгөнү жок, комната ысык. Үлкүн болгондо айнектен кичине шамал кирет экен. Азыр мына жылуулук берди. Кечеден бери салчуск. Жакшы. Здание инвалид отечественный, там, где поликлиника, нижний корпус, где корпус, все там на 5,5 миллионов полностью летом, июле месяц полностью заменили, вопрос решили. Верхняя зона, там, где клиника Ахумбаева, тоже уже, да, это за счет средства этого Бишкекской теплотес они тоже заменяли. Кроме того, где подача, теплоподача, где неврологический корпус, еще глазной, там тоже летом они около 8 миллионов сом они полностью заменили. Вот за этот год, за 21 января до сегодняшнего дня почти 11 отделений ремонт произведен за одновременно замена отопительной системы. Если вдруг свет отключения будет, у нас 2 генератора функционируют в данное время, еще с лета мы подготовились, еще 11 генераторов за счет Севербанка мы уже в ближайшее время поступит. Дружба народов, да? Это их богатство остается. В столичных же школах летом провели плановый ремонт систем отопления. К началу учебного года образовательные учреждения должны быть полностью готовы к зиме. В настоящее время ученики получают знания в классах со средней температурой плюс 22 градуса. В начале учебного года всегда издается приказ Центробразования, что нужно подготовиться к осенне-зимнему периоду. В данное время сейчас все хорошо, отопление, все нагревается, все отслеживается у нас РТРом. Во всех кабинетах имеется термометр, это по положению Санпина. В учебном кабинете должен регулироваться 20-22 градуса по Цельсию. То есть в данное время это содержится, придерживается. В
В связи с приходом холодов в Бишкеке образовался дефицит угля, что в итоге сказалось на его цене. Мэр города Айбек Джуншалиев, представляя информацию о подготовительных работах к осенне-зимнему периоду, отметил, какие меры будут приняты. В последние дни, когда вот начало уже похолодание, начали повышать цену. Мы сегодня дали поручение антимонопольной службе, нашим службам, чтобы провели рейды и выяснили причину. Если идет искусственное завышение, мы будем принимать все меры для того, чтобы эти цены снизить. Поэтому сегодня уголь есть. Если горожане будут, и мы призываем их закупаться своевременно углем, потому что до прохождения УЗП мы неоднократно обращались через средства массовой информации, чтобы они закупались углем своевременно. По информации госпредприятия «Кыргызгөмір», ежедневно с месторождения Карагиче вывозят около 300 грузовиков. На сегодняшний день населению и социальным учреждениям распределено более 20 тысяч тонн угля. На склады ТЭЦ Бишкека доставлено 190 тысяч тонн твердого топлива. По словам руководителя предприятия, в скором времени ситуация стабилизируется. Это связано подорожанием горюче-смазочных материалов, как мы знаем, ГСМ. И здесь просто создали искусственную цену. Посредники играют, добавляют, я как сказал, 1500 сомов за 1 тонну. Цена, установленная нами антимонопольным комитетом на разрезе, составляет 1300 сомов. Здесь вот, конъюнктура рынка каждый год показывает, что в начале отопительного сезона цена поднимается. Потом постепенно, как уже наполняется топ-база, цена падает до 4 до 3 800 сомов за 1 тонну. По информации столичной мэрии, на сегодня в Бишкеке функционирует 6 топливных баз и 10 стационарных постов. В свою очередь, в резерве муниципалитета на топливных базах имеется порядка 5000 тонн твердого топлива. Улан Касенов, Эрлан Джуншалиев, Азамат Кадыр Токтоев, Ала-То 24. Итоги недели.